Юсуф Намитоков является автором более 50 книг для учителей и учеников, около 200 статей по педагогике, психологии, физиологии, биологии и другим сферам знаний. Его учебники для первых, вторых, третьих классов выдержали несколько изданий. Намитоков был убежден, эффективную воспитательную работу школа может строить только на основе тысячелетнего опыта культурно-исторических событий и обычаев. Это отмечали участники круглого стола. Юсуф Кадырович своей универсальностью, тем, что он был первопроходец, был очень упорным, даже в чем-то упрямым человеком и занимался, как ему казалось, самым существенным в то время, что на самом деле и получилось, и мы это видим, стал особой фигурой. Университет будет таковым до тех пор, пока он будет помнить тех, кто стоял у истоков. Также ученые обсуждали вопросы, касающиеся научных интересов Юсуфа Намитокова и то, как развивается его академическое наследие. Не осталась в стороне актуальная сегодня тема традиционной культуры и современного этнокультурного образования молодежи. Биография Юсуфа Кадыровича Намитокова, его методологические и методические поиски вписываются в широкую проблематику национальной адыгской интеллигенции. В одной из последних публикаций, которая посвящена проблематике университета как хранителя традиций, автор уместно обращается к высказыванию Аристотеля, который говорит о том, что любое улучшение вообще, и в сфере образования в частности, есть возвращение к своим базовым истокам. Участниками заседания круглого стола подчеркнуто, богатое педагогическое наследие Юсуфа Намитокова дорого не только потому, что оно связано с первыми этапами становления национальной системы образования в Адыгее, но и с самым сложным периодом в истории просвещения. В заключительной части мероприятия прошла свободная дискуссия о воспоминаниях студентов и учеников известного ученого, педагога, просветителя и общественного деятеля республики.